Воздух свежайший. Место, откуда в Россию пришел кефир. Домбай — это как горный супермаркет, войдя в который ты попадаешь в мир горных вершин любой сложности в шаговой доступности. Вот и окончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Но мы на этом песню еще не заканчиваем, конечно. Есть еще на что посмотреть. Всем салам алейкум и доброе утро. Сегодня нас ждет Карачаево-Черкесия. Мы отправляемся в Домбай. Пятачок земли, который прилепился к толще главного Кавказского хребта на высоте 1600 метров над уровнем моря. И вот именно ради этого, ради панорамы Кавказских гор, мы сегодня в Домбай поедем. Вся наша дорога проходит сегодня по землям Карачаево-Черкесии. Это республика сравнительно небольшая. Ее площадь 14 тысяч квадратных километров. Вот Москва в пределах МХКАДа 1000, а тут таких 14. Но маршрут будет невероятно живописный. Через горные селения, аулы, серпантины, перевалы, долины и ущелья рек. Сегодня мы посмотрим на настоящие горы. Маршрут от Кисловодска наш пройдет следующим образом. Сначала мы с вами будем ехать на запад, между двух хребтов. Справа от нас, севернее, пастбищный хребет, с левой стороны скалистый. Здесь, правда, никаких скал не видно и в помине, но когда мы его пересечем, хребет этот, вы убедитесь, что название он получил не случайно. Километров через 30 мы немного сменим наш курс и начнем углубляться в толще этого скалистого хребта. Возьмем левее, пересечем хребет через перевал Гумбаши. Это будет один из самых живописных участков у нас на маршруте. И вниз мы поедем уже ущельем речки Мара. Спустимся в город Карачаевск. Продолжим путь уже по Тибердинскому ущелью, по историческому участку нашему пути, по фрагменту бывшей военно-сухумской дороги. Практически до самого Домбая эта дорога нас будет вести. Последние 2 десятка километров мы пройдем уже по заповедной зоне, ведь Домбайская поляна находится на территории Тибердинского государственного биосферного заповедника. Сейчас мы в километрах так в 35 от Кисловодска в ущелье реки Подкумок. До того мы ехали Подкумской долиной, а здесь она стала гораздо уже, в ущелье превратилась. Река Подкумок — это главная водная артерия Кавказских минеральных вод. Подкумок начинается здесь как раз, на перевале Гумбаши или Кумбаши. Впадает в Куму. Почему перевал так называется, об этом поговорим чуть позже. А здесь мы остановились специально, чтобы рассмотреть получше ущелье реки Корсунки. Корсунское ущелье известно как место, откуда в Россию пришел кефир. Полуправдивая, полулегендарная и детективная история. Еще 100 лет назад кефир в Москве, например, попробовать было негде. Это был кавказский напиток, но рецепт его хранился в тайне, чужакам его не давали, тем более не передавали закваску грибка этого напитка. В начале прошлого столетия известные московские молокозаводчики, братья Бландовы, а в Москве, кстати, сохранились дома, где были магазины и где жили Бландовы, да и в Кисловодске тоже их дом имеется. Они владели предприятиями по всей Российской империи, и в Кисловодске у них было свое представительство. Тогда Всероссийское общество врачей обратилось к братьям Бландовым с просьбой наладить производство кефира по всей стране. И они отправились сюда, в Кисловодск, как говорят, лучшую свою мастерицу. Молодую, красивую. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Ирину Сахарову. Этот специалист, Ирина Сахарова, приехала в Кисловодск. Встречается она здесь с представителем братьев Бландовых, неким Васильевым. И он отвозит его вот сюда, в Корсунское ущелье. Тут у него жил свой кунак, друг на Кавказе, карачаевский князь Бек Мирза Байчоров. Вот Ирина Сахарова пытается попросить у него закваску. Всякий раз, когда разговор об этом заводится, князь смолкает, уводит разговор в сторону и, тем не менее, устроил пышный прием для гостей. Ни с чем вечером Ирина
с Васильевым возвращается обратно в Кисловодск. Уже на подступах к городу ее экипаж перехватывает несколько вооруженных всадников в масках. Они похищают Ирину и увозят ее с собой. Васильева они не трогают. Он им ни к чему. А Ирину с завязанными глазами увозят куда-то высоко-высоко в горы. Когда ей развязали глаза, она обнаружила себя в небольшой деревянной хижине. Вокруг нее хлопотала женщина-горянка. Приговаривала: «Не волнуйся, дорогая, княгиней будешь». И вскоре является сам князь. Тот самый. И сходу предлагает Ирине руку и сердце. Ничего себе расклад. Ошеломленная Ирина отказывается, конечно, не привыкла к такому кавказскому обычаю по умыканию невест. И сутки примерно продолжается тягостное молчание между Ириной и князем, пока ее местонахождение не было обнаружено группой кисловодских жандармов. Они прибывают сюда во главе с Васильевым и вызволяют Ирину из плена. А князя арестовывают. И в Кисловодске над ним был суд за похищение человека. Однако судья, настроенный миролюбиво, да и понимающий кавказские обычаи, тем более понимающий, что князь человек очень знатный, и дело может быть очень резонансным, пытается замять и предлагает Ирине, а не согласится ли она простить князя, все обошлось, таков обычай. На что Ирина отвечает, будучи девушкой смышленой, что простит. Но в том случае, если князь предоставит ей закваску грибка этого напитка. Князю не оставалось ничего делать. И он передал ей эту закваску. Ирина уезжает в Москву, там еще работает в лаборатории. Ну и позднее, благодаря ее трудам, в Москве, да и вообще во всей стране, у нас наладили производство кефира. Ну, здесь в аулах можно попробовать разновидность, или как его называют, прародитель кефира. Айран, напиток горцев, долгожителей. В горах, как правило, и живут там долгожители. Ну, тут много условий должно соответствовать. Но в том числе, возможно, благодаря тому, что пьют они айран, который пришел в Россию отсюда, из Корсунского ущелья. Речка шумит рядом, живописнейшее место, и вам рекомендую прокатиться сюда, в Подкумское ущелье. Оно не такое глубокое, как Гранд Каньон, например, или другие известные мировые ущелья, но стоит приехать и сюда. Но, однако, до завтрака еще далеко. Вернемся в машину. Поедем дальше. Когда поднимаешься на перевал Гумбаши, если погода, конечно, хорошая, то сразу понимаешь, ради чего этот труд был проделан. Дорога была непростая, сильно петляла, вела в гору, но отсюда открывается великолепная панорама Кавказских гор во главе с Эльбрусом. Сейчас по прямой от нас до этой горы каких-то 35 километров. Тут Эльбрус немного по-другому смотрится, не так, как мы привыкли, например, из Кисловодска. Тут он боком к нам повернут, западной вершиной. Здесь на перевале Гумбаши обычно можно перевести дух, выпить чаю, съесть хэчин в кафе соседнем, ну и выпить того айрана, конечно же, о котором мы говорили. Эльбрус, напомню, самая высокая гора не только Кавказа, но и всей Европы, 5642 метра. Высота, на которой мы сейчас находимся, 2044 метра над уровнем моря. Ну, вернее, это высота самой верхней точки перевала, это недалеко отсюда. А дамба это в тех краях. Туда мы с вами сейчас поедем. Спуск с перевала будет очень резким. Мой любимый фрагмент маршрута. Да, спасибо. Под нами дорога, которая испытает вашу нервную систему на прочность. Это настоящие крутые серпантины. Серпантин – это испанского происхождения слова. Серпеса по-испански значит змея. А вот у нас в России чаще такие повороты называют тещиными языками. И их нам сейчас еще много предстоит преодолеть. Внизу аулы, Верхняя Мара и Нижняя Мара. Вот через них по Маринскому ущелью вниз мы сейчас и спустимся.
Испанский поэт Франциско Кеведо жил еще черти когда, в средние века, но написал стихотворение актуальное даже сейчас. Оно называется «Преимущество первого из женатых мужчин на земле». А первым женатым, да, вообще мужчиной, был, конечно, Адам. Ну и вот, ты не жалуйся, не плачься, прародитель наш Адам. Ведь жилось тебе вольготнее, чем теперь живется нам. Беззаботно, беспечально, от земных кушал ты благ. Не было портных, торговцев и подобных им плутях. И тебе подругу жизни Бог не всучивал, пока не присытился ты вольным бытием холостяка. Ты когда-то за подругу должен был ребро дать нашим женам. Ребер мало, 7 бы шкур с мужей содрать. Ты с женой своей законно спал спокойно по ночам. Нынче только муж задремлет. Глядь, с женой другой, Адам. Ты не должен был касаться лишь запретного плода. А у нас на все запреты, хоть не суйся никуда. В этот мир явилась Ева без мамаши и отца. Стало быть, не знал и теща ты по благости Творца. На змею ты в злой обиде, от нее беда твоя. Но поверь мне, прародитель, теща хуже, чем змея. Та змея вас накормила. Теща не змея, чита. Съела б вас она обоих и была бы не сыта. Будь змеей не черт, а теща, сожрала бы она весь рай. Не осталось бы и фиги от Эдема. Так и знай. Мудрый змеи, но добавлю, змей от тети понося, что еще мудрее тещи. Теща знает все и вся. Тещи подают советы и зятьям своим твердят. То не ешь, того не выпей, мол, вино и пища яд. Теща зятю день скоромный превращает в день поста, а сама телка обгложит от рогов и до хвоста. Так что ты на змей не сетуй, дорогой сеньор Адам. Жребий твой не столь уж горек, как теперь ты видишь сам. А сменить змею на тещу смог бы ты легко весьма, ведь охотников меняться, и с приплатой будет тьма. Вот как сетовал однажды некий злополучный зять, умоляя провидение тещу в рай скорее взять. Ну как тут не вспомнить такие строчки? Ну и пока мы с перевала еще совсем не спустились, хотел объяснить в 2 словах его название. Гумбаши. Вообще-то когда-то перевал назывался Марьинским. Марьинский значит солнечный. Но это название редко бывает актуально. Очень часто здесь погода неважнецкая. Нам очень повезло. Поэтому перевал позднее был переименован в Гумбаши. Гум, кум на тюркских – это песок. Вспомните название пустынь. Кара, кум, Кызылкум. А Баши – голова. Песчаная голова получается. И все вроде бы тут складно, но песка тут нету. Возможно, это название нужно переводить с 2 языков. На абазинском гума, кума – это река. А Баши с карачаевского можно перевести не только как голова, но и в переносном значении, как начало, как исток чего-либо. И вот 2 языков, с карачаевского абазинского, можно перевести интересный перевод. Это начало, голова, исток рек. Ну и правда 3 реки тут берут свое начало. Подкумок, Кума и с этой стороны речонка Мара. Мы сейчас спустимся по Марьинскому ущелью, а по дороге проедем вот этот квадратный домик из красного кирпича, о котором раньше говорили, что это, мол, самый гостеприимный дом на море. Представляете, в гололед. Все автомобили на повороте. Несло именно сюда. Так что тут уже вон и отбойник, и ограда. Зимой тут бывает дорога не очень безопасной. Но дорогу, тем не менее, регулярно чистят. Поселки, которые мы сейчас проезжаем, только карачаевские. Вообще, хоть на землях Карачаево-Черкесии живут еще и абазины, и черкесы, нагайцы, ну и русские, конечно. На нашем пути сегодня только карачаевские национальные населенные пункты. Вот, в частности, Верхняя Мара, Нижняя Мара. За ними Маркопи, то есть Маринские копи, и шахты. Ну, когда там шахтеры жили. Когда-то. Всякий, направляющийся в Донбай, проезжает город Карачаевск, основанный в 1927 году. Это детище советской власти. Его основал, на минуточку, сам Анастас Иванович Микоян. И первое время город вообще назывался Микоян-Шахар, то есть Микоян-Град. Микоян и первый камень в основании города этого заложил. Ну а потом он был несколько раз переименован. Теперь это город Карачаевск. И в самом центре Карачаевска нас встречает скульптура девушки-горянки. Посмотрите.
Типичная горянка. Осиная талия, коса до пояса. В вытянутых руках она держит национальную чашу габан с прохладительным напитком горцев, айраном. Всем своим видом, позой своей горянка символизирует красоту и радушие всех тех, кто здесь проживает. Но, однако, мы не будем пользоваться сегодня этим гостеприимством. Нам ехать дальше, в Теберду. Дорога в Домбай не менее привлекательна, чем сам Домбай. Вы уже сами в этом убедились. Мы оказались в Тебердинском ущелье. Очень часто экскурсию в эти края называют Теберда-Домбай. Мы в Теберде сейчас находимся. От самого Карачаевска до Домбая практически. Будем ехать вверх по реке Теберда. Вообще, куда бы вы взор свой не обратили, он везде тут в Теберду упрется. Течет река Теберда. Мы в Тебердинском ущелье. Многие местные вершины так называются. Улу-Теберда, Пси-Теберда, Кичи-Теберда. Населенные пункты, через которые проезжаем, они демонстрируют всю богатую фантазию тех, кто здесь проживает. Называется аулы так. Новая Теберда, ниже Теберда, верх Теберда, гор Теберда. Так что вокруг нас одна Теберда. Есть несколько вариантов перевода этого слова, но я хотел один из них, самый красивый, рассказать. Теберда значит Божий дар. Дар богов. Ну и правда. В таких краях жить или бывать величайшее удовольствие. Сейчас мы находимся в ауле Нижняя Теберда. Его еще называют Сынты. Сынты значит памятник. Ну и тут памятник имеется. Памятник архитектуры. Там на горе, на другом берегу Теберды, старый так называемый Синтийский храм. Это старый аланский храм еще. Когда-то это был один из уголков средневековой Алании. Алания – самая выдающаяся цивилизация Средневековья на Северном Кавказе. Алания когда-то была языческой, но потом, в 912 году, принимает христианство при византийском патриархе Николае Мистике. В 912 году. Значительно раньше, чем Киевская Русь. Стало быть, здесь, на этих землях, находятся самые древние в России христианские храмы. Один из них, причем действующий. Я имею в виду прежде всего район Архиза, ну и Теберду. Позднее Алания погибла. Сначала в 13 веке сокрушительный удар аланам нанесли монголо-татары, а окончательно разрушил их государство среднеазиатский завоеватель Тимур, или Тамерлан. И было это в 1395 году. Итак, христианство в этих местах пришло в упадок. Но в 19 веке этот храм был восстановлен. И при нем был образован женский Спасо-Преображенский общежительный монастырь. Довольно крупный монастырь был. Там под этой горой монашеские кельи. Мы их сейчас будем проезжать, будет видно хорошо. Но после революции, конечно, монахинь всех разогнали, монастырь закрыли. Здесь был детский интернат, а в 90-е годы закрылся и он. И храм заброшенный, и здание монашеские кельи внизу тоже в ветхом уже состоянии. Но эти храмы, тем не менее, примечательны тем хотя бы, что это древнейшие христианские храмы в России. Вот так. Аул Верхняя Теберда, через который мы сейчас проезжаем, называют еще часто Капустоградом. Это сразу понятно почему, когда сюда приезжаешь. Посмотрите в огороды. Тут вокруг одна капуста. Это один из тех краеугольных камней, на которых зиждется материальное благополучие тех, кто здесь проживает. Потом капуста идет на рынке. Сначала капусту эту собирают в куче скирды. Она укрытая снегом. Куча этой капусты может, например, всю зиму пролежать, а потом уже весной как раз на рынок и идет. Вот сейчас капуста уж созрела. Мы по-прежнему в Тебердинском ущелье, чуть-чуть не доехав до города-курорта Теберда. Это здесь рядом. Едем мы с вами, как я говорил, по историческому
участку дороги по бывшей военно-сухумской дороге. Не слышали вы про такую? Я думаю, что навряд ли. Хотя на Кавказе есть еще и военно-осетинская. И еще одна, которую вы все знаете наверняка. Это военно-грузинская дорога. 3 перевальных дороги через Кавказские горы. Туда, в сторону моря. Военно-грузинская дорога известна широкой публике, потому что ее описала вся наша классическая русская литература. В разное время там проходили и проезжали Пушкин и Лермонтов, Маяковский и Есенин, Ильф и Петров. Все, кто хотите. И она, правда, везде описана. И вот поэтому я хотел бы, чтобы вы представили красоты военно-сухумской нашей дороги по описаниям военно-грузинской. Она широко представлена в литературе. Антон Чехов тоже путешествовал по этой дороге. Он тогда работал еще в сатирическом журнале «Осколки». После поездки уже из Тбилиси, он писал письмо. Письмо, где были такие строки. Представьте, я пережил военно-грузинскую дорогу. Впечатления до такой степени новые и яркие, что все мне кажется сном, и я не верю себе. Если вы до сих пор не путешествовали по военно-грузинской дороге, заложите своих жен, детей, осколки и поезжайте. Не дорога, а сплошная поэзия. Чудный фантастический рассказ, написанный демоном, влюбленным в Тамару. Вот такова военно-грузинская дорога. Наша дорога не менее живописна. Мы проезжаем 60 километров по военно-сухумской дороге. Да, кстати, в общей сложности та самая военно-сухумская дорога – это 337 километров от Баталпашинской станицы нынешнего города Черкесска до крепости Сухум-Кале, нынешнего города Сухуми, через Клухорский перевал главного Кавказского хребта. И он здесь недалеко как раз, Домбайский район. Другое дело, что дорога эта закрыта, она и просуществовала-то недолго. Ее достроили в 1903 году, но из-за большой опасности схода лавин на перевальном участке дорога и существовала-то только в летний период. А потом после революции ее забросили, в годы Великой Отечественной войны восстановили и, недолго попользовавшись, опять дорогу закрыли. И сейчас теоретически можно, конечно, из Домбая попасть в Сухуми пешком или на лошадях, но чисто теоретически, конечно, граница сейчас там закрыта. А так Сухуми совсем недалеко от Домбая, куда мы сейчас и продолжим наш путь. Говорят, Теберда – это да, но Домбай – это рай. Поедем же в Домбай. Каждый раз, когда тебе только хочется разогнаться по пути в Домбай, каждый следующий населенный пункт заставляет тебя остановиться, насладиться его тишиной, спокойствием, красотой. Так и здесь, в городе-курорте Теберда. Он был основан по инициативе полковника Кузовлева, тогдашнего начальника Баталпашинского отделения здесь. И жене его врачи тогда предписали скорую смерть от туберкулеза. В течение буквально нескольких месяцев обеспокоенный полковник жену перевез сюда, на берегу озера Каракёль, Черного озера, выстроил для нее деревянную дачу, где она прожила еще 20 лет, на несколько лет пережив своего супруга. Вскоре рядом с этой дачей стали появляться другие подобные дачи. Ну а в советские годы Теберда стала крупнейшим противотуберкулезным курортом в Советском Союзе. Штат насчитывал до 1500 человек. К интересным особенностям можно отнести тот факт, что за всю историю существования курорта не было зафиксировано ни одного случая заболевания туберкулезом среди многочисленного персонала этого курорта. Хотя они каждый день контактировали с больными туберкулезом, чехоткой. Здесь в свое время лечился, например, осетинский певец, поэт Кастахи Тагуров. Сюда приезжал лечиться больной чехоткой Ярошенко. Но и люди здоровые, или, как говорят врачи, недообследованные, тоже всегда с удовольствием проводили и проводят здесь время. Большинство, конечно, приезжает сюда укреплять жизненные силы
организма. Тиберда, кстати, это еще и место, где лечили, лечат некоторые неспецифические заболевания верхних дыхательных путей, такие, например, как бронхиальную астму, недуг номер 3 современности. Ну, толком лечить астму вылечить вообще не могут нигде. Но попытки лечения этой болезни предпринимаются на многих климатических курортах нашей страны, в том числе и здесь, в Тиберде. Я и сам бы с удовольствием приехал в Тиберду и пожил бы тут несколько деньков, если было время. Последние 20 километров дорога в Домбай ведет через земли Тибердинского государственного биосферного заповедника. С 1992 года под эгидой ЮНЕСКО находятся все биосферные заповедники на планете Земля, и здесь в том числе. Тибердинский заповедник не самый большой на Кавказе, он второй по площади после Кавказского, но отличается очень богатой растительностью и богатым животным миром. В реках водится форель, в лесах встречаются серны, кавказские туры. Когда-то здесь водилось и много зубров. Мы же с вами едем в Домбай. А Домбай по-карачаевски значит зубр. Самая высокая гора здесь называется Домбай-Ольген. Зубр убит или убитый зубр. Природа заповедника Тибердинского большой урон понесла еще до того, как заповедник даже был образован. В начале 20-го столетия из этих лесов исчез крупнейший представитель животного мира Европы – зубр кавказской популяции. Популяция эта позднее была восстановлена, и сейчас особи зубров в заповеднике имеются. Но не здесь, а в архызском филиале. Ну а мы сейчас сделали остановку у живописнейшей горной, ледниковой, естественно, речки Уллу-Муруджу. Там выше есть и водопадик на этой реке. Река течет сверху, с горы. Когда-то здесь отдыхал и лечился поэт Николай Асеев, близкий друг Владимира Маяковского. Асеев потом об этой речке оставил такие строки. Вот она, гора, как женщина стоит у водопада. Рада, рада, что ее с головы до пят в пену брызг одел водопад. Водопад ее фаворит, и гора ему говорит: драгоценный мой Муруджу, хочешь, я от тебя рожу? Я рожу от тебя девчонку, потрясающую речонку, совершенно такую, как ты, изумительной быстроты. И вот, как мы видим, у горы получилась та девчонка-речонка. Да вообще все вытоптано так. Слушай, лет 10 назад тут как будто в дикий лес приехал. Сейчас столько народу, и так, видимо, нецивилизованно тут себя ведут. Ну, попробую попить. Что попробую? Что пробовать? Пить надо. Сам себе завидую каждый раз, когда сажусь здесь на канатную дорогу. Дух захватывает и виды впечатляют. Пластик. Канатная дорога — это совсем новая, ну, ей примерно 10 лет, европейского типа. А когда-то тут были, ну, преимущественно парно-кресельные, только лишь канатные дороги. Есть, конечно, еще много альтернатив. Вот канатные дороги маятникового типа. Ну, как в Кисловодске, только вагончик тут раза в 2 больше. Ну и кресла никуда не делись. Сейчас под нами будут кресла эти. Сначала однокресельное, а потом уже парные канатки поднимают все в ту же точку, на самый верх. Смотри ты, нифига по красоте. Басик. Интересно, интересно. Путешествующие от самого Карачаевска, мы можем наблюдать, как меняется растительность вокруг нас. Она меняется здесь волнами. Волны здесь такие высотные. Сперва вокруг нас были преимущественно лиственные деревья. Береза, ольха, рябина, осина, барбарис. Потом очень много бука, дуба, граба. А вот сейчас с набором высоты вокруг нас остаются преимущественно только хвойные деревья. Сосна, ель и пихта. Там выше зона альпийских лугов.
альпийского высокотравья. А на самом верху уже и трав не останется, только голые камни, изредка покрытые мхом. В таком порядке меняется вокруг нас растительность. Блядь, я не включил прикол. Там есть такой аудиофайл. Так мычит обычная корова. Му. А так мычит корова с конопляного поля. Му, 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 му. Прикольный прикол. Эх. Где бы лучше горы показать? Раньше очень популярное, модное, я бы сказал, даже было кафе такое. Типа даже диско-кафе на европейский манер. Роза ветров. Здесь райдеры тусили обычно. Примерно как в фильме «Экстремалы». Мы на высоте примерно 2250 метров над уровнем моря. Раньше я бывал здесь с экскурсиями в течение 6 лет. Ну, как минимум, раз в неделю. Приходили мы и сюда с экскурсионными группами. Любоваться панорамой главного Кавказского хребта. Вот оно, главное украшение экскурсии. То, ради чего в Домбай туристы едут. Главный Кавказский хребет. Самый высокий на Кавказе. За ним уже Черное море. В общем-то, здесь расстояние по прямой от нас до Сухуми каких-то 59 километров. Там с этих гор уже море видно даже. Ну а здесь другие радости. Удобно горы показывать слева направо, тем более, что левая и самая высокая. Вот это как раз и есть гора Домбай-Ульген. 4047 метров. Там наверху уже белые флаги вывесил Домбай-Ульген. Чуть правее гора Пик-Ине. Вот эта гора треугольной формы. Ине по-карачаевски значит игла. Когда ты находишься на поляне, гора повернута к тебе ребром, и там видно, что это правда. Игла острая-приострая. Чуть правее Джугутурлучат, пастбище туров. За ней пик театральный и один из символов Домбая. Гора Зуб-Суфруджу. Ледник Суфруджу. Ну и, собственно, главный символ Домбая. Вот эта треугольная вершина. Гора Белала-Кая. С карачаевского Белала-Кая можно перевести как «гора с пестрым поясом». Здесь толще гнейса. Гнейс – это порода, из которой хребет преимущественно сложен, испещрены белыми горизонтальными полосками кварца. Гора с пестрым поясом. Она первая открывается путешественникам еще из Теберды. Поэтому это символ Домбая. Еще правее вдалеке видна пирамида, левее которой облака. Это известнейшая гора Эрцог, воспетая Юрием Висбором. В домбайском вальсе у него есть строчки: «Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог». Вот он, Эрцог. Его хорошо отсюда видно. Ну а правее, там вдалеке над Орлом, можно рассмотреть вытянутую темную вершину гора Сулахат. Сулахат? Что, кстати, она вам могла бы отсюда напомнить? Ну, очень часто говорят ящерицу или крокодил. Это где-то рядом. На самом деле это лежачая на спине женщина. Она лежит на спине, голова у нее правее. Вниз падают длинные волосы, с левой стороны носки. Сапог, скажем, торчат наверх. Ну и вот она лежит на спине. По легенде, когда в Домбайскую долину пришли губительные ветра, Сулахат, дочь местного вождя, легла поперек гор кавказских, защищая свое племя, и окаменела навеки. Вроде женщина, а какая-то польза тоже, смотрите. Сулахат. Ну а внизу Домбайская поляна, ее отсюда еще не очень хорошо видно. Мы поднимемся на самый верх и оттуда уже ее рассмотрим. Воздух свежайший. Зародился Домбай как поселок в 20-е годы 20 века. Первыми красоту этих мест оценили походники. Здесь, правда, есть куда прогуляться. Не только поднимаясь на горы, но и гуляя внизу, к озерам, рекам, по лесам. Так что в 20-е годы туризм здесь уже процветал. Позднее самым популярным туристическим маршрутом в Советском Союзе станет маршрут из Карачаева-Черкесии
в Абхазию через Клухорский перевал. Позднее сюда пришли альпинисты. В общем, хочется сказать, что люди сюда всегда приходили особенно. Сюда шли не по распределению, а по зову сердца. Поэтому и население здесь подбиралось особенное. Австрийский альпинист Фердинанд Кропф, влюбившийся в Кавказские горы, говорил про Домбай: подобного места не найти более нигде. Другими словами, Домбай — это как горный супермаркет, войдя в который ты попадаешь в мир горных вершин любой сложности в шаговой доступности. Маршруты всех категорий сложности от 1А до 6Б. Все вершины были покорены людьми. Самая сложная вершина здесь — это, конечно же, Домбай-Ольген, не только из-за высоты. Первая канатная дорога в Домбае появилась в 1971 году. Как раз та самая, однокресельная. Когда-то однокресельных там 2 работало. Дальше шла еще вторая канатка на красивую поляну, где находится легендарный камень Высоцкого. По легенде, бард Владимир Высоцкий приезжал сюда, в Домбай, пел там на камне песню. Эта легенда, нигде это не подтверждено документально. Но Высоцкий горы любил, хотя сам альпинистом, в общем-то, и не был. Но пел про них красиво. О, интересная деталь, сейчас отвлекусь. В той стороне там видно летающую тарелку. Ты увидел? Летающая тарелка не что иное, как домбайская гостиница. Гостиница «Футуро». Это финский подарок Советскому Союзу. В 1969 году она была привезена, собрана здесь. Крупные детали привозили сюда вертолетом. Это был такой ответный жест финского президента Урхо Кekkonena. В конце 60-х всемогучий председатель Совета министров Советского Союза Алексей Косыгин ездил в Финляндию, к своему другу как раз, президенту Финляндии. А потом к ответному визиту президента Финляндии решено было устроить собственный полноценный горнолыжный курорт в Советском Союзе. И Косыгин выбрал именно Домбайскую поляну. Она была неплохо ему знакома и до этого, несмотря на то, что в Советском Союзе уже был горнолыжный курорт в Прильбрусе. Но с конца 60-х, начала 70-х и стали здесь кататься лыжники. Я сам раньше очень часто здесь катался. Канатных дорог тут довольно много. Зимой все эти склоны под снегом, все камни прячутся, какие-то неровности. Все укрывается снегом, тем более, что с недавних пор тут работает еще и много снеговых пушек, вроде вот этих желтых, которые дополнительно накидывают снег на трассы. Можно спуститься с самого верха прямо до поляны. Поляна, кстати, видна сейчас внизу. Это место, где встречаются 3 горных реки: Домбай-Ольген, Аманауз и Алибег. Внизу Домбайская поляна. Она прилично разрослась даже при мне за последние 10-15 лет. Раньше она была гораздо компактнее. Цивилизация приходит сюда неумолимо. Восхождение должно увенчиваться захватывающими дух видами. И для нас эти виды открываются здесь, на высоте больше 3000 метров над уровнем моря, на склонах горы Муса-Читара. Это можно перевести как пастбище Мусы. Гора Муса-Читара, вот, кстати, ее верхняя точка, это один из отрогов главного Кавказского хребта. Хребет, представьте, как ствол дерева на разные стороны, уходят ветви его, отроги. Вот мы на одном из таких отрогов сейчас. Отсюда открываются хорошие виды, в частности, на Тибердинское ущелье, по которому мы с вами еще недавно ехали сюда, в Домбай. Внизу видны аулы, а чуть правее меня, видно ущелье реки Ганачхир. Это как раз продолжение военно-сухумской дороги. Мы с дороги свернули, поехали сюда, на Домбайскую поляну. А можно было бы поехать в эту сторону еще километров 16 до Северного приюта. Там есть красивое озеро, форельное озеро, Туман-Лыкёль. Но это другие края. У нас сегодня цели были иные. Плюс приятный бонус. В такую хорошую погоду, как сегодня, отсюда можно рассмотреть Эльбрус. Он за моей спиной. Возможно, его уже нашли. Но, честно говоря, вряд ли. Эльбрус здесь не очень на себя похож.
Вот это там белая вершина за острой горою. И по прямой от нас до Эльбруса сейчас, ну как из перевала, примерно 35 километров. Прогуляемся дальше. Обычно отсюда можно увидеть еще очень интересное озеро с красивым названием Павлиний глаз. Вот то самое озеро внизу. В Тибердинском заповеднике озер много, из них обитаемо только одно. Я его упоминал, форельное. У остальных температура воды очень низкая. Рыба там не живет, туристы не купаются. Хотя иногда находятся такие смельчаки для фотографии. Они окунутся в озеро, потом пытаются улыбнуться для кадра хотя бы, но не могут из-за судороги через все лицо. Вот и окончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Но мы на этом песню еще не заканчиваем, конечно. Есть еще на что посмотреть. Вокруг нас сплошные канатные дороги. Гондольные, кресельные, внизу маятникового типа, бугельные, парно-кресельные, шестиместные. Канаток здесь немало. В 1971 году, когда построили первые две очереди канатной дороги, никто, наверное, тогда и не представлял, как высоко поднимутся эти канатки, сколько их будет в общей сложности. Конечно же, Домбай значительно уступает пока курортам Красной Поляны по суммарному километражу всех лыжных трасс. Но курорт, тем не менее, перспективный. А вот красоты, ну, вообще, что касается красот Домбая и Красной Поляны, или там Домбая, например, и Эльбруса, я очень не люблю сравнивать это, как всерьез размышлять на такие темы. Что круче, Москва или Петербург? Кто круче, Пушкин или Лермонтов? Я никогда не сравниваю, но мое сердце точно навсегда уже принадлежит Домбаю. Сейчас прямо напротив меня хорошо видно ледник Джугу-Турлучат. Один из самых больших в заповеднике. Толщина льда там достигает местами 80 метров. Самый большой ледник в Тибердинском заповеднике в том направлении, да, Лебекский ледник. Там с местами 150 метров толщина льда, если я не ошибаюсь. Наверху у ледника зона обледенения, ну, как правило, практически вечного. Внизу зона абляции, там, где ледник подтаивает. И полностью себя ледник обменивает за 200-250 лет. То есть смело можно говорить, что сейчас в реках течет вода из снега, который выпал во времена еще Пушкина и Лермонтова. Одно из моих любимых мест в Домбае — вот этот вантовый мост через реку Аманауз. Вантовые мосты вообще довольно редки. А тут в Домбае, да, в таком красивом месте. Отсюда открываются неплохие виды на соседние вершины. Вот на ту самую гору, пик Ине. Вот здесь Ине ребром повернуто к нам. Здесь эта вершина гораздо острее. Очень мощно смотрится отсюда Зуб-Суфроджу и другие вершины. А внизу под нами шумит мощнейшая река Аманауз. Внизу Аманаузское ущелье. Аманауз можно перевести на русский как плохой рот или злая пасть. И роль челюстей, мгновенно захлопывающихся с обеих сторон, выполняют здесь снежные лавины. Конечно, это весьма лавиноопасный участок. Но сейчас летом лавинами еще и не пахнет. Один из мрачных символов Домбая — вот это мощное здание недостроенной гостиницы Аманауз на 1000 гостей. Один из редких примеров советского брутализма в архитектуре. Гостиницу строили в 80-е годы. Ее балконы напоминают пчелиные соты, которые, однако, так и не были никогда заселены людьми. Гостиница со своими подсобными помещениями, подземными гаражами. Главная изюминка этой непостроенной гостиницы была бы в том, что стояла бы она на платформе, которая вращала в течение дня бы гостиницу со скоростью солнца. Так, чтобы все балконы получали много света
много солнца. И вот как раз из-за этого гостиницу так и не сдали в эксплуатацию. При строительстве были какие-то проблемы с фундаментом, где-то он треснул. Разобрать ее тоже не представляется возможным. Рядом другие гостиницы, магазины, кафе. Как тут такое сносить без последствий? Так она и пустует пока что. Но те, кто в Дамбае бывал, сразу узнают его по вот этой заброшке. Да. О, вот такие дела. Спасибо. Все, как всегда, прекрасно. Мне фартит на хорошую погоду. Слава Богу. Ну что же, вечереет. Мы возвращаемся обратно. Снова на перевале Гумбаши. Скоро будет темно и очень холодно в этих местах. Но я счастлив, что сумел показать вам сегодня свое любимое место в свое любимое время года. Когда я работал экскурсоводом здесь раньше, выходя из автобуса на обратном пути на перевале, я чувствовал усталость, но в то же время и чувство выполненного долга и удовлетворенности от своей работы. Ведь каждому известно, что при должной решимости забраться в горы может любой дурак. Но вся хитрость заключается в том, чтобы спуститься обратно живым. Мы спускались и спускаемся сегодня вместе с вами с гор обратно. Ну а в городах мы живем в условиях постоянной нехватки времени, суеты и спешки. Человек жаждет постоянно свободы и регулярно задается вопросом, а существует ли она вообще? Свобода существует, и живет она в горах. Горы – это то место, где мы можем воспарить над облаками и почувствовать себя свободными и счастливыми. Горы – это то место, где между людьми возникают особые связи. Поэтому, наверное, нас и тянет в них так неудержимо.